Дорогие казахстанцы, мы сегодня в гостях у микрофинансового омбудсмена. Это наша прекрасная Назгуль Карасовна. Буквально недавно был учрежден этот институт для того, чтобы защищать права потребителей финансовых услуг. Назгуль, расскажите, пожалуйста, коротко, каким образом микрофинансовый омбудсмен защищает права казахстанцев, в каких случаях вам можно обращаться? Пользуясь случаем, да, действительно, Общественного фонда финансовой культуры огромная благодарность вам, Юрий Виссарионович, за то, что действительно приехали с Астаны к нам и хотите действительно, чтобы общественность, именно наши граждане, которые попали в тяжелую ситуацию, на сегодняшний день закредитованы, узнали о нас, о нашем учрежденном институте микрофинансового омбудсмена, который действительно оказывает бесплатную помощь нашему населению. И мы рассматриваем все вопросы, все споры, разногласия, которые вытекают из договора микрокредита. Это о чем? О том, что вы, если как-то столкнулись с онлайн-займами, микрофинансовыми организациями и не имеете возможности оплачивать, либо какими-то другими вопросами, связанными, можете обращаться к нам. Мы оказываем услуги абсолютно бесплатно. Мы обязательно укажем все контакты и сайт. Это очень нужная и полезная организация. Мы сейчас видим, что казахстанцы очень часто выражают свое возмущение деятельностью, в частности, микрофинансовых организаций в социальных сетях. Лучше это делать и обращаться непосредственно к профессионалам, которые уже давно занимаются финансовым сектором, и микрофинансовый омбудсмен максимально будет помогать. Мы, в свою очередь, фонд «Финансовая культура», проект stoppyramida.kz, максимально будем поддерживать деятельность микрофинансового омбудсмена для того, чтобы снижать напряженность, в том числе социальную напряженность, финансовую напряженность. И я думаю, что совместными усилиями мы сделаем большую работу и окажем большую помощь казахстанцам. И специально для этого мы сегодня закрепляем наши отношения, наше сотрудничество и подписываем меморандум, где обязуемся сотрудничать во благо наших потребителей финансовых услуг, во благо казахстанцев. С вашего позволения тогда. Дорогие казахстанцы, если у вас возникают проблемы с микрофинансовыми организациями, возникают разногласия, конфликты, пожалуйста, обращайтесь к микрофинансовому омбудсмену. Еще раз смотрите контакты, сайт и электронную почту. Также, да, которые попали именно по микрокредиту, мошенническим путем, мы можем, конечно, как в рамках микрофинансового омбудсмена по закону мы не имеем права рассматривать, но мы, согласно меморандуму, будем уведомлять об этом финансовую культуру Казахстана, которые готовы поддержать именно тех граждан, которые мошенническим путем оформлены займы. Назгуль Карасовна, кстати, по ходу вопрос возник. Бывает такое, что люди жалуются на коллекторов. Микрофинансовый омбудсмен может как-то в этих ситуациях тоже? Именно которые по микрокредиту передали в коллекторское агентство, конечно, мы все разногласия именно рассматриваем в рамках микрокредита, заключенного заемщика с микрофинансовой организацией, будь то после по переданной коллекторскому агентству. Единственное, мы не рассматриваем споры, которые вытекают, грубость сотрудника, не из договора микрокредита, а так в целом, допустим, проценты правильно начислены, нет. Мне как будто посчитали, это и есть проблема, которая продление займа. Вроде оно бы в законе не предусмотрено, но мы по пути идут, что все, что не запрещено, разрешено. Поэтому продление займа, насколько это законно. Я вроде оплатил уже в 3 раза больше, чем взял микрокредит. Такие по комиссиям часто вопросы. Да, эти вещи, то есть они могут обращаться, писать к нам на сайт, либо в нашей колл-центре горячей линии, это 8, код города Алматы 727 338 22 44 338 22 25. Большое спасибо. Я надеюсь, что у нас будет очень такое серьезное стратегическое сотрудничество, и мы максимально поможем казахстанцам решить те проблемы и конфликты, которые возникают с микрофинансовыми организациями.